Конкурс. Я пришел из Коми-деревеньки, посвященный 85-летию со дня рождения талантливого коми-поэта Владимира Васильевича Тимина, уроженца села Пажги, деревня Гарья, стихотворение «Русалки», романтическая баллада, читает Анастасия Пувкоева. В ночи у сысолы притихшей, где тишиною даль полна, девичий голос вдруг услышу, и в берег стукнется волна. И, сняв по ходу в бликах белых чешуй холодные костры, русалки выбрались на берег, 4 чудные сестры. Все словно на подбор прекрасны, и зазвучали песни, смех. Луна мне высветила ясно ту, что была прекрасней всех. И в сердце вспыхнула надежда, вдруг мне ее отдаст река. Подполз, и чешую одежду унес я в чащу ивника. Дрожь по рукам ползет все выше, слепят холодные огни. Едва успел я спрятать, слышу, что возвращаются они. Одеждой серебристо-синей прикрыли наготу свою, и лишь одна, что всех красивей, напрасно ищет чешую. То кличет жалобно подружек, то возвращается в тальник. В глазах русалки боль и ужас, и тут я рядом с ней возник. Слились в одну ночные тени, луна забилась в камыши, и я встал пред нею на колени, ей открывая боль души. «Встань, человек!» — она сказала, «свой век с печалью разними. Ну что со мной тебя связало? Я дочь воды, ты сын земли. Мне далеки твои заботы, твоя земля мне далека. Хоть слышу вечный шум работы, дороже мне моя река. Нам суждено в речной купели студить русалочьи сердца, чтобы, как ваши, не горели, чтоб им лишь холодно мерцать. Мне в мир страстей закрыты двери, я их в себе не разбужу. Пойми меня, тебе я верю, но вместе с ночью ухожу. Прощай!» И скрылась. Я уныло топтался с удочкой в руке. Заря над тальником всходила и над кругами на реке.